Меня зовут Алан Калласон. Я до прошлого года работал в московском бюро американской газеты Wall Street Journal. Сейчас я живу и работаю в Вашингтоне и пишу об проблемах безопасности вообще. Ну, по специальности я, к сожалению, в последнее время, последние 15 лет писал больше об войне и в Афганистане и об джихадизме. Писал много об Аль-Каиде, потому что я был в Афганистане во время, в 2001 году, когда талибы ушли от Кабула, я достал там компьютер Айман аль-Завахри и писал подробно об истории этой группы, не только в Афганистане, тоже в Ближнем Востоке. И после этого я писал уже по специальности. Редакторы просто хотели, думали, что я должен как-то писать об джихадизме. Я родился в Нью-Йорке и работал в Associated Press. Моя первая работа в России это был в 1995 году. И в Associated Press, и потом газета Wall Street Journal с 1999 года. Получил образование в University Chicago и Гарварде. Да, я преподавал в Гарварде. Я был, как это называется, fellow. Ну, я читал лекции в Гарварде с 2003 года до 1 год, 4 год. И, наверное, самое интересное впечатление, последствия в сфере журнализма, это там в Бостоне познакомился с семьей Царнаева, который, конечно, позже стал известной как после теракта в Бостоне, потому что это братья Царнаева взорвали бостонский марафон. Я помню день, когда мне звонили, когда я был в Бостоне, я хотел просто познакомиться с чеченской диаспорой, и поэтому познакомился с отцом Царнаева, Руслан Царнаев, Анзор Царнаев. И он стал моим механиком. У меня была старая машина, Buick 64 года выпуска. И это была очень простая технология, ему очень понравилось, и мы часто работали на этой машине. Позже, когда я работал в Москве уже и слышал об теракте в Бостоне, сказали мне, что чеченцы взорвали марафон. Я пока не знал, что Царнаевы были связаны с этим. Я думаю, что мне повезло. Я могу позвонить Царнаеву и спрашивать, что это за чеченцы, которые это сделал. И, конечно, когда я звонил, никто не брал трубку. И потом я узнал, что это был сами братья Царнаевы, которые... Я знал эту семью. Они только что приехали в Америку. И они были абсолютно светские. Я думаю, что самая главная проблема семьи это просто было, что у них было как-то нереальное представление о жизни в Америке. Они были очень как-то амбициозные, может быть наивные. Тамерлан хотел стать чемпион, как член олимпийским боксером и одновременно, может быть, заниматься в Гарварде. И
наверное, одно время тоже имеет хорошую машину. И я думал, что они... Я как-то пытался им посоветовать как-то, что это будет сложнее, чем они ожидали. И я после этого смог бы как-то, я уже могу представить, как они, наверное, стали как разочарованы с жизнью там в Америке, потому что не получилось, как они, конечно, хотели. Тамерлан, конечно, был хорошим боксером, но не такой, как Мухаммад Али. И младший сын Джохар Царнаев, он был лучшим студентом, но тоже вот, получил вот, низкие оценки в последнее время. Я думаю, что вот, перед терактом я думаю, что Тамерлан работал в доставке пиццы в Бостоне. Что я думаю, что это радикализация семьи, это, может быть, это было последствия разочарования с жизнью в Америке. Это дал Тамерлану как-то новые силы в жизни после того, как он просто не успел строить вот настоящую карьеру в боксинге. Ну, у меня не очень много, вот, у меня мало опыта самом в Чечне. Вот, я только туда ездил в 99 году. Один раз, несколько дней. Это было после того, как русские уже зашли в Грозно. И я помню, вот, они хотели... Американские журналисты, они часто вот сказали, что эта экскурсия, не стоит ездить на эту экскурсию русских, потому что они вот контролируют все. И, но на самом деле были ситуации, такие ситуации, когда они не смогли контролировать все это, потому что это война. Если я помню правильно, мы летели, мы были в Ханкале. Я помню, вот я летел в Грозный на вертолете в Грозное, и сразу я был с фотокорреспондентом, и мы сразу были задержаны, потому что кто-то решил, что мы нелегально там находились, и поскольку я, конечно, они видели, что я американец, это очень сильно беспокоились все. И сказали, что мы должны сразу вернуться, и потом какой-то офицер появился и решил, чтобы наказать меня, они должны были, они заставили меня выпить много водки. И потом дали мне вот, экскурсию Грозного, когда я был пьяный. И я могу рассказать много ужасов честно, не очень интересно. Это писать об Второй войне в Чечне для западного корреспондента, это был очень, очень сложная задача, потому что это было уже слишком опасно находиться или на чеченской стороне, или на российской стороне, потому что была угроза похищения, и уже редакторы уже не разрешили вот, нас там находиться, даже если 2-3 дня туда съездить, они это очень редко разрешили такие поездки. И, конечно, это был
все были разочарованы с этой ситуацией, потому что Первая война, ситуация была совсем другая, и можно было работать на оба стороны более-менее эффективно. Да, можно было спокойно путешествовать с чеченцами и тоже русскими уже почему-то уже на второй войне уже на обе стороны была очень серьезная проблема, угрозы, опасности. И я думаю, что уже русские решили, что мы как-то поддерживали чеченскую сторону, и они принимали нас как враги уже. Может быть, это потому, что это было после бомбардировки Югославии, Сербия. Я в основном, когда я писал об Северном Кавказе, я чаще всего ездил в Дагестан, потому что мне казалось, что Дагестан это, конечно, большая провинция, и я думаю, что люди, тем более западные, недооценили важность этой территории, динамика Северного Кавказа. Я был в Кабардино-Балкарии во время, это была битва в Нанчике. Да. Нанчике, это, может быть, у меня было ощущение, что после этого боя в Нанчике это как-то был конец настоящего сопротивления в Северном Кавказе. Может быть, я неправильно так оценил, но у меня было это ощущение, потому что они так жестоко и эффективно работали, российская армия, российская спецслужба. Беженцами в 99 году, да, общался, мы общались, знаете, эта ситуация, все очень боялись даже что-то сказать корреспонденту, тем более американскому тогда, так что и в Нанчике я чувствовал много страха. Как только люди узнали, что я иностранец, было очень сложно собрать информацию там в Кабардино-Балкарии. Я чувствовал себя как-то более свободно почему-то в Дагестане. Да, я писал подробно об Умаре аль-Шишане. И знаете, у меня была просьба редакторов. Они хотели, чтобы я писал что-то об чеченцах в Сирии. И заметил, что один из них, когда я смотрел на YouTube, что один из них, он разговаривал на русском языке с грузинским акцентом. Тогда Аль-Шишане, его настоящая фамилия, это было неизвестно. И поэтому я ездил в Тбилиси и потом в Панкиси, и там узнал его настоящую фамилию и его историю, и встретился с его командирами. Грузинским армией. Конечно, мне сказали, что он был очень способным, очень умным солдатом, и у него было бы
хорошая карьера, но после войны с Россией столкнулся да, он заболел сильно вообще. И с туберкулезом. И был арестован был какое-то обвинение с владением оружием. И в тюрьме испытывал, по-моему, там какую-то радикализацию. Там, по-моему, он познакомился с другими исламистами. И после его освобождения он сразу уехал, по-моему, прямо в Египет или в Турцию. Я разговаривал с его отцом, по-моему, он сказал в Египет. Его отец сказал, что он чеченец. Его зовут Батиришвили, его фамилия Батиришвили, но он сказал, что он чеченец, он считает, что он чеченец, но он православный. И у него было почему-то сложное отношение со сыном. Я не знаю историю этой сложности. Наверное, семейный секрет. У него было, мне кажется, лучшее отношение с его мамой, которая была, и она была мусульманка. Она умерла от рака, по-моему, когда он был в тюрьме. И у меня ощущение, что он тоже как-то испытывал такое разочарование, как других, как даже Санаева. Может быть, впоследствии этого он испытывал такую радикализацию и шел к исламизму.